Вот я хочу показать вначале вот эту замечательную книгу, сборник значит, песен авторов, представителей коренных северных народов, малочисленных. Замечательная книга. Это второе издание. Вот по этому поводу, по прошествии некоторого времени, всегда рождается какое-то иное ощущение, иное восприятие. Вот этот сборник Александра Парфенича, первое издание вышло в 1994 году. Почти 30 лет отделяет его от второго издания в замечательной такой лаковой обложке, как драгоценной лаковой такой красивой шкатулки. Открываешь ее, и на тебя обрушивается совершенно иной мир. Мир северной природы, мир мировоззрения, ощущений, чувств, радости и боли северного человека, который полностью слился с природой, живет с ней в гармонии и в то же время выживая в таких труднейших экстремальных условиях севера. Вот Александр Парфенич, первый из оперных певцов, ощутил эту уникальность музыкальной культуры малочисленных народов севера и так масштабно и плотно воплотил в своем творчестве. А впервые он прикоснулся к песням, так вот, благодаря, наверное, своему другу Венку, первому оперному певцу Семену Николаевичу Дьяконову, с которым он работал в Театре оперы и балета всю свою жизнь. Вот. А, в общем-то, так к сборнику его натолкнула мысль Николая Курилова, народного художника Республики Саха-Якутия, юкагира по происхождению. Это, в общем, он сказал, я хочу даже зачитать его слова, он сказал Александру Парфеничу следующее. Нас, юкагиров, осталось в мире 1112 человек. Культура древняя, но мало знакомая широкой аудитории. К тому же нам трудно пропагандировать хотя бы мобильную песенную культуру. Нет человека, который мог бы на профессиональном уровне преподнести ее слушателям не только республики, но и всего Союза. Тогда это было СССР. В таком же бедственном положении находятся и Вены, и Венки Якутии. Вот эти слова, идущие от самого сердца Николая Курилова, глубоко затронули Александра Парфенича, и он вплотную начал заниматься разработкой этой темы. Поиск слов, поиск авторов – это заняло, конечно, не один год. И, в общем-то, его трудная такая работа вылилась в прекрасную программу, которая проходила на сцене оперного театра в 1990 году. Называлась она, красивое название «Крик белого журавля». Но это не только красивое название, но это глубоко несущие в себе мысль, слова, как раз-таки соответствующие тем, что сказал художник Николай Курилов. Вот хочется сказать, что вот это вот накопленный репертуар Александра Парфенича сам привел к мысли, к созданию, как сказать, соединению этого материала в едином сборнике песен. И вот был выпущен им совместно с авторами. Он очень долго искал авторов слов, авторов музыки. Над этим первым сборником работали такие композиторы, как Николай Берестов, Герман Комраков, Валерий Кац, Егор Неустроев, Владимир Ксенофонтов и мелодисты. Все собрались вокруг Александра Парфенича. Он был силой этой рабочей группы, этой вдохновенной творческой группы. Конечно, все работали с энтузиазмом, как говорил Александр Парфенич. Вот. И благодаря вот его упорству, его такому самоотверженному труду, он все любит делать до конца. Вот благодаря его усилиям, потому что в то время, в 90-х годах, было очень трудно достать даже самую простенькую серую бумагу. Вот. А ему навстречу пошло агрогеодезическое учреждение нашего города. Они, в общем, бесплатно, совершенно безвозмездно отпечатали его сборник. Но материалов не было, и Александр Парфенич сам грузил, доставал
таскал на своих плечах эти кипы серенькой бумаги. А обложку для первого сборника сделала также замечательная обложка, такая емкая, выразительная, графика Николая Курилова. Вот. Но, конечно, тогда это было большое событие, историческое для культуры всей республики, для культуры малочисленных северных народов. И на презентации вот мне хотелось бы привести тоже слова таких авторов первого сборника, как тот же Николай Курилов. Вот. Он сказал уже тогда, в 1994 году, «Самсонов поднял песни малочисленных народов Якутии на высоту русских и якутских песен. И слагаемое его таланта – это умение понять содержание текста, вникнуть, сопереживать и донести до слушателя боль и радость наших песен, наших душ». Эти вот замечательные слова, они полностью отвечают вот тому, что мы видим, слышим в сборнике Александра Парфенича. Тогда же на презентации первого сборника Анна Мареева, кандидат филологических наук, тоже представитель венского народа, сказала: «Вы, Александр Парфенич, настоящий эвенк». Почему? Потому что многие наши молодые венки не знают даже своего языка. А послушав ваши песни, они проникнутся культурой своего народа и, возможно, будут учить свой родной язык, будут знать свою культуру. А по прошествии почти 30 лет вышло второе издание этого замечательного сборника, который я показала в начале передачи. Вот. Выпустил его Музей музыки и фольклора, который создала Аиза Петровна Решетникова. Но там уже работает новое поколение. Это не просто сборник, это звучащая книга песенная, потому что здесь использована новейшая технология QR-кода. Послушать голос Александра Парфенича, любую песню, любой куплет выбрать для себя. Звучание и, в общем-то, прекрасное, технически сделано на высочайшем уровне эта книга. Звучащая, поющая книга. Это первое такое явление в нашей музыкальной культуре. И вот первым это донес Александр Парфенич в своем сборнике. Вы знаете, по прошествии многих лет, кажется, почему-то вот лично мне бросилось в глаза, что в этом сборнике Александр Парфенич собрал цвет творческой интеллигенции северных народов. Это те люди, которые вот в 70-х, 80-х годах, они были, ну, как сказать, явлениями в нашей культуре. Они впервые громко на весь Союз, на всю страну сказали свое слово. Мы, конечно, все читали знаменитый роман «Ханидо и Халерха» Семена Курилова. Мы знаем картины Николая Курилова и его произведения литературные. Улуро-Адо – это знаменитое, известное всем имя многим поколениям наших якутян и северян. И интересно, что тут участвует не только старшее поколение, но и младшие авторы, представители того же юкагирского рода Куриловых. Ну, все невозможно здесь объять, конечно, да. Но вот, допустим, могу сказать вот несколько имен такие, как слова ивенских песен написали известные братья Кривошапкины, Дмитрий Кривошапкин и Андрей Кривошапкин. Их имена, конечно, известны во всей республике. Андрей Кривошапкин – это лидер духовной культуры народов Севера. Несколько песен создано на стихи Василия Лебедева. Хочется назвать имя поэтессы Варвары Белолюбской-Артук и также Василия Киметинова Варгочана. Очень интересен и венкийский раздел сборника. Здесь центром является песня 106-летней шаманки венкийской Марии Кульбертиновой из села Иенгра. Песня «Букачар». Был старинный род Букачар, который тогда, в те древнейшие времена, какие-то древние времена, прославился, и этот род, имя этого рода только сохранилось. И этот род славился именно своим песенным искусством, песенным мастерством. Это очень интересно. Хочу сказать, что каждая песня вот сквозь конкретный визуальный образ, будь то тундра летняя, будь то тундра зимняя, снежная, она несет с собой мировоззрение северного человека и образы. И вот свежая образность этих авторов, поэтов,
она сразу тоже бросается в глаза. Есть такие вот образы в тундре. В тундре, оказывается, можно на ветер опереться, можно. Представляете, как можно опереться на ветер? Пишет, на ветер опереться можно, поет Александр Парфенич. В этой тундре сквозь снег можно услышать, как дышат, услышать, как дышат мхов золотые острова. Вот несколько слов. А что они означают для северного человека? Мох – это корм, пища для оленя. Олень – это пища для человека тундры. И не только золотые острова, действительно они золотые острова. Зимой это острова олень добывает. И тут еще такой смысл не только, что золотые острова мха, как говорится, ну, несущая жизнь для человека, но и смысл такой, что отношение человека, поэтическое отношение к природе северного человека. Он сказал не просто мха, сказал золотые острова мха. Это же очень здорово, очень сильная метафора, я считаю. Но можно говорить много-много об этом. И вот знаете, вот есть такая песня «Лабон Мудену». Это очень задумчивая песня о судьбе родного края. И тут сквозь такие простые слова, вот, только потому, что ты есть речка Лабон Мудену, Юкагир имеет родную землю и широкое небо. Только уж очень, бабушка, ты постарела. Только из-за того, что есть Лабон Мудену, сердце искусно танцует, песня его возносится. Только уж очень стала маленькой бабушка. Вот такие до слез трогательные слова. И вот это все доносит благородный баритон Александра Парфенича в каждом слове, в каждой строке этих песен. Все-таки сердцевиной этого сборника является песня «Анадырские цветы». В «Анадырских цветах» есть такие слова, которые тоже, мимо которых невозможно, знаете, пройти вот просто так вот, или прослушать просто так, не вслушавшись в них. От долгих и снежных арктических зим промерзла земля и вовек не оттает, и вовек не оттает. Но каждой весною ковром голубым всю тундру цветы покрывают, всю голую тундру цветы покрывают. Они огоньками горят на камнях, и в топях болотных растут неуемно, и кажется тундра в рассветных лучах страной заповедной, огромной. В конверт положу я арктический мак. Взгляни, подивись его силе, мы были б счастливее в 1000 раз, если б так земле бескорыстно служили. Мы были б счастливы, если бы так отцовской земле бескорыстно служили. Думается, что вот это вот строки глубоко созвучны самому Александру Парфеничу как человеку, как творцу, как певцу и как гражданину. Ведь он самоотверженно работал всю жизнь именно на благо своего народа, на благо республики, культуры республики, и открыл такой уникальный пласт, как музыкальная культура северных малочисленных коренных народов Севера. И то, что песни идут в сопровождении фортепиано, они ведь могут исполняться в любом уголке нашего земного шара, в любой стране, могут переводиться на любые языки народов мира, потому что действительно это уникальный сборник, он единственный в мире. Но я хочу сказать еще, что тундра, как шаманка, всегда привлекала Александра Парфенича. Но Александр Парфенич не оставался в долгу. Он всегда говорил, что будет служить культуре северного народа, он всегда будет их прославлять, их культуру. И действительно, у него очень много есть записей, грампластинок на эту тему. Вот. И он участник всех мероприятий, всех культурных событий, где бы они ни проводились, в далеком или Иенгре, или в Чукурдахе, или в колонном зале в Москве. Он везде, в общем-то, участвует, активно пропагандируя музыкальную культуру северных народов. И я думаю, что тематическое разнообразие сборника, его песен, оно адресовано, в общем-то, разной аудитории, возрастной, и, в общем-то, и интеллигенция может, певцы, любители, певцы-профессионалы могут петь его песни и в детском саду, и в музыкальном училище, и в Арктическом институте, и в высшей школе музыки, где угодно.
И поэтому я думаю, что мягкий, такой благородный голос Александра Парфенича, именно его голос привлек внимание Николая Курилова. Именно к нему он обратился, к первому. Почему? Потому что и человеческий Александр Парфенич очень как-то всегда внимательно и бережно, как глубоко интеллигентный человек, с ним приятно общаться. Знаю его с первого дня его прихода, тогда еще Якутский музыкально-драматический театр имени Аюнского, в музыкальном театре, в театре оперы и балета, где он создал разнообразные оперные образы. Он же незабываемый и непревзойденный до сих пор создал классический образ в лучших традициях классического искусства. Образ Евгения Онегина.